Здравствуйте! Наступила первая неделя весны. Мужчины поздравляют дам с женским праздником. Но о самом женском празднике в нашей передаче речь не пойдет. Увы, историки пока не докопались до того, чтобы определить, когда в Коми-крае впервые начали отмечать 8 марта. Сегодня мы расскажем о других событиях, которые произошли на этой неделе в разные годы. В начале марта 1920 года в Коми-крае закончилась гражданская война. Более 1,5 лет с небывалым ожесточением длилась братоубийственная вооруженная борьба за власть между красными и белыми, с обеих сторон сопровождавшаяся террором против мирного населения. Победили большевики красные. 20 февраля 1920 года красные части вошли в Архангельск. В конце февраля капитулировала группировка белых на Ударе, части 1-го Северного Мезенского и 14-го Северного Вычегодского полков. Прекратили боевые действия белой части на Нижней Печоре. В Коми-крае белые продолжали сопротивление только на Верхней Вычегде и Верхней Печоре, где размещались части 10-го Печорского и 14-го Вычегодского полков общей численностью до 2000 человек. Но их участь была решена. Преимущество красных было слишком велико. 2 марта красные с боем взяли Якшу. 4 марта начался упорный бой за Анупские высоты, продолжавшийся 2 дня. Белые части были окружены и сдались в плен. 5 марта красные части с боями вошли в село Керчемля, после чего части 14-го Вычегодского полка сложили оружие. 6 марта завершилось наступление на Верхнепечорском направлении. Был занят Троицко-Печорск, части 10-го Печорского полка сложили оружие. 9 марта без боя сдался последний гарнизон белых в селе Усть-Щугар. 13 марта командование красных отдало приказ о прекращении боевых действий. Многие из сдавшихся офицеров были расстреляны, заключены в концлагеря. Отдельные отряды белых, ушедшие в леса, еще некоторое время продолжали партизанскую борьбу. Вплоть до лета 1921 года вспыхивали вооруженные восстания противников советской власти. Но это были уже отголоски гражданской войны. До гражданской войны Коми-край почти 500 лет не испытывал ужаса военных действий на своей территории. И дай Бог, чтобы гражданская война осталась последней в истории нашей земли. 4 марта 1988 года день рождения детского фонда Республики Коми, созданного как отделение советского, теперь российского детского фонда. Первым председателем фонда был замечательный человек Александр Александрович Католиков, народный учитель СССР, директор Сыктывкарской агрошколы-интерната номер 1 для детей-сирот. Сейчас фонд возглавляет Галина Ивановна Медуха. Наверное, детский фонд – одна из немногих общественных организаций, чьи цели близки и понятны всем людям. Ведь все мы родом из детства. Действительно, что может быть гуманнее, чем защита прав ребенка, помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, юным талантам? О том, чем конкретно занимается фонд, говорят его основные программы. Срочной социальной помощи детям-сиротам «Теплый дом», помощи больным детям соучастия в судьбе, глухим детям и больным церебральным параличом, помощи юным талантам «Одаренный ребенок». Фонд хранит благодарную память о своем первом председателе, участвует в организации проведения всероссийских католиковских чтений, выделяет стипендии имени Александра Александровича Католикова. Мы поздравляем фонд с 15-летием. 5 марта свой юбилей отметит председатель президиума Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук академик Михаил Павлович Рощевский. Рассказывает Галина Шекерявая. Вся научная деятельность Михаила Рощевского – классический пример верности однажды выбранному делу – биологии. В возрасте 33 лет Рощевский защищает докторскую диссертацию. В то время он является одним из самых молодых докторов наук в стране. С 1960 года Михаил Павлович живет и работает в Сыктывкаре, а уже в 70-м году он назначен заместителем председателя президиума Коми-филиала Академии наук. Через 10 лет ему присвоено звание профессора. А вскоре Рощевский утвержден председателем президиума Коми-филиала Академии наук.
Под руководством Рощевского Коми-научный центр Уральского отделения стал крупным научным учреждением. Благодаря его инициативе в 80-е и 90-е годы в Сыктывкаре создано 3 академических института – физиологии, химии, экономических и социальных проблем Севера, отдел математики. Организованы исследования по приоритетным для Республики Коми научным направлениям. Имя Рощевского связано с развитием нового направления физиологии – сравнительной электрокардиологии. В значительной мере благодаря этим работам в столице республики был организован современный кардиологический центр, научное обоснование которого принадлежит академику Рощевскому. Он открыл и впервые в мировой практике описал новые типы активации миокарда, стал инициатором создания первой в нашей стране автоматизированной системы измерения параметров электрического поля сердца. Доказана принципиальная возможность использования картирования электрического поля сердца для биологически активных соединений. Михаил Павлович является автором более 300 научных работ. Научные исследования принесли Рощевскому мировую известность. Под его руководством коллектив Института физиологии ведет интенсивные работы теоретического и практического характера. Широко известными стали исследования по проблемам адаптации человека в условиях Севера. В 1990 году Михаил Павлович Рощевский первым в истории Республики Коми становится академиком Российской академии наук. Ученики академика Рощевского работают во многих научных учреждениях, высших учебных заведениях, медицинских центрах республики. Благодаря его усилиям Сыктывкар стал центром международного научного сотрудничества. В 1999 году наша столица была местом проведения 26-го международного конгресса по электрокардиологии. В настоящее время ученые Сыктывкара участвуют в реализации целой серии международных научных проектов. Накануне своего 70-летия Михаил Павлович Рощевский полон новых научных проектов, а свою географическую судьбу считает счастливой. Республика Коми, вообще говоря, это уникальная республика с точки зрения развития науки. Создано целый ряд научно-исследовательских институтов, причем не только в Сыктывкаре, а и в других городах нашей страны. Вы знаете, что 2 института мы создали от Коми, филиала Академии наук СССР, от Коми научного центра в Архангельске. Сейчас создали еще один институт в Екатеринбурге, Институт иммунологии и физиологии. Только что принято решение буквально на днях. Сейчас мы осваиваем и надеемся, что будет развита наука в Кирове. Поэтому не только Сыктывкар, а весь северо-восток европейской части страны – это действительно уникальное место, где действительно работает очень большой отряд ученых. Вот только радоваться. 7 марта 1879 года по старому стилю в деревне Сет-Як Вышгородской волости у Сысольского уезда родился Василий Петрович Налимов, ставший крупным ученым-этнографом и географом, рассказывает Анастасия Рожина. Василия Петровича Налимова современники называли Зырянским Ломоносовым. Как вспоминал его сын, известный ученый Василий Васильевич Налимов, в родных местах в начале 20 века стояли добротные рубленные дома, но без дворов, без усадьбы, все настежь, ничто никогда не запиралось. Небольшие пашни, отвоеванные у леса, там же хилые огороды, а кругом леса, по большей части заболоченные. Василия Петровича почитали как колдуна, ведь Петр Налимов, отец ученого, был колдуном-знахарем, владевший астральными силами и стихиями природы. В нем действительно иногда просыпался древний маг, пишет Василий Васильевич об отце в своих воспоминаниях. Это проявлялось даже в мелочных столкновениях, немногочисленных для него, не переносившего оскорблений. Невысокий, крепкий, он не терпел поражений и умел побеждать. Обратившись к языческому наследию предков, Василий Петрович осознал, что магизм человека может быть обращен внутрь него самого. Для осуществления этого он должен научиться внимательно вслушиваться в самого себя. Не скрывая свое коми-происхождение, Василий Петрович Налимов, напротив, подчеркивал свою иноплеменность. Посвятив себя изучению малых народов, стремился доказать, что они несут свое миропонимание, достойное изучения, философского осмысления и уважения. Он сам указывал, что именно долгая жизнь с зырянами
участие в повседневных заботах, обрядах позволили ему раскрыть неизвестные аспекты жизни его народа. Уникальные сведения, собранные ученым, были достойно оценены. В 1907 году Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присуждает Василию Петровичу большую серебряную медаль, которая сейчас хранится в Национальном музее Республики Коми. Работы Налимова до сих пор не утратили своего научного значения. Они захватывающе читаются и цитируются всеми этнографами. В чем же загадка такого дарования? Сын Василия Петровича называет его островитянином, так как он хотел сохранить свое право оставаться самим собой, право высказывать свое мнение, не навязывая в очередь власть и насилие. Удивительно, откуда такие соображения? Возможно, они идут из представлений коми народа о миропонимании. В верованиях зырян нет судьбы, рока, и человеку ничего заранее не предопределено, а жизнь зависит от его поступков. Но Василий Петрович столкнулся с неумолимым роком своей страны, обрекший его на арест в 1938 году и смерть в Сыктывкарской тюрьме номер 1 без обвинительного приговора в 1939. 7 марта 1930 года в городе Мизень Архангельской области родился писатель и журналист Василий Степанович Журавлев, больше известный как Журавлев-Печорский. Выбор псевдонима не случайен. С детства и до конца своих дней Василий Журавлев был связан с Печорским краем, с Устыльмой. Он был и пастухом, и радистом, и начальником охотничьей промысловой станции, служил на флоте. В 1955 году стал журналистом. При благожелательной помощи Александра Рекимчука сотрудничал в газетах «Ухта», «Красная Печора», «Красное знамя». В 1957 году вышла его книга «Моя звезда». Это была первая книга местного русского поэта, опубликованная в коми-книжном издательстве. В начале 60-х годов Журавлев-Печорский учился на высших литературных курсах у замечательного поэта-северянина Александра Яшина. В то время он и взял псевдоним Печорский, чтобы отличаться от других поэтов-однофамильцев. Опубликованная в 1971 году книга «Ивняковая сторона» тоже знаменательная. Это первая книга русского автора из Коми Республики, вышедшая в Москве. Василий Журавлев-Печорский из тех, кто вошел в нашу историю как шестидесятники, писатели-деревенщики. Он был влюблен в Печорский север, его людей, о которых и рассказал более чем 20 своих поэтических и прозаических книгах. Василий Степанович Журавлев-Печорский прожил всего 50 лет. Он скончался в 1980 году в Устыльме. А теперь менее подробно о других примечательных датах этой недели. 3 марта 1941 года начала выходить газета «Ухта», рассказывающая о новостях Ухтинского района. Газета одна из самых заслуженных в республике. Она неоднократно награждалась дипломами всесоюзных, всероссийских и республиканских конкурсов, получала премии. Между прочим, в отличие от некоторых других районок, Ухта никогда не меняла название. Вот что значит выбрать идеологически нейтральное имя. 3 марта 1967 года начались работы по строительству газопровода «Сияние Севера» Уктыл-Ухта-Торжок. Первая нитка газопровода была уложена в 69-70-х годах. В 1971 году параллельно ей была уложена вторая нитка, благодаря чему природный газ в начале 70-х годов пришел в столицу республики.